Армысыздар, достар! Сегодня мы с вами получим ответ на вопрос, как сказать «я начал чем-то заниматься». Для этого мы используем глагол «бастал», который в переводе означает «начинать». Но если он употребляется как вспомогательный глагол, оно означает «я начал чем-то заниматься». Давайте посмотрим примеры. Сабахты бастаях. Давайте начнем урок. Здесь слово «бастал» употребляется в основном значении. А если оно употребляется как вспомогательный глагол, тогда мы употребляем вот такую вот формулу. Сначала берем основной глагол, убираем букву «у» и вместо «у» добавляем аффиксы «а», «и», «и». Потом добавляем вспомогательный глагол «бастал». От глагола «бастал» тоже убираем букву «у» и вместо него добавляем аффикс «д». Потом личные окончания. Например, казахша түсіне бастадым. Начал понимать по-казахски. Түсіну понимать. Основной глагол. Убираем букву «у», вместо него добавляем аффикс «и», так как корень здесь мягкий. Берем вспомогательный глагол, потому что я начал понимать. К нему добавляем аффикс «д» и в конце добавляем букву «м», потому что я начал. Билет сатыла бастады ма? Билеты начали продаваться. Здесь основной глагол сатылу. Продаваться. Убираем букву «у», добавляем аффикс «а», так как корень твердый. После слова «бастада» мы личное окончание не добавляем, так как слово «билет» у нас третье лицо. Домбра үйрене бастадың ба? Ты начал учиться играть на домбре. Здесь основной глагол «үйрену», научиться. Убираем букву «у», добавляем аффикс «е», так как корень мягкий. Бастадың в конце буква «н», потому что мы обращаемся к второму лицу, на «ты». Бұл жұмыспен қашаннан бері айналыса бастадыңыз? С каких пор начали заниматься этой работой? Здесь основной глагол айналысу, заниматься. К слову бастал добавляем аффикс «ныз» в конце, потому что мы обращаемся вежливо. На этом мы сегодняшний урок завершаем, а в следующий раз у нас будут еще другие интересные темы. Поэтому не пропускайте уроки, подписывайтесь на канал. Келесі кездескенше.